Идеальный помощник. Новый робот поможет одеваться людям с ограниченной подвижностью. Российский авиаконструктор представил самолеты-трансформеры, способные перемещаться по небу, земле и воде. А последствия лесных пожаров в районах Якутии отчетливо видны из космоса. В эфире очередной выпуск новостей из мира информационных технологий. Всем привет и погнали! Мобильные гиганты компании Apple и Samsung объявили войну инсайдерам. Apple намерена судиться с дизайнером Concept Creator, который создал огромное количество рендеров неанонсированных яблочных продуктов. Компания требует прекратить разглашение ее коммерческих секретов и распространение информации о новинках. Этому примеру следует и Samsung. На 11 августа намечена большая летняя презентация, однако никакой интриги не будет. Рендеры, официальные постеры и видеоподробности о новинках уже слили в сеть. По словам одного из инсайдеров, Samsung пытается удалить уже просочившуюся информацию, настаивая на нарушении своих авторских прав. Например, видео, на котором показан смартфон Galaxy Z Flip 3, уже было удалено в ответ на иск о нарушении авторских прав от Samsung. Сейчас компания нацелена на внутренние источники утечки, а это значит, что средства массовой информации трогать не будут. А вот компанию Google само штрафовали на $500 миллиарда евро. Огромный штраф выписал антимонопольный регулятор Франции. Компания не смогла договориться с издательствами о компенсации за использование их контента. 500 миллионов евро. Такой штраф назначил компания Google антимонопольный регулятор Франции. Наказание последовало после того, как интернет-гигант не заключил соглашение с местными средствами массовой информации об использовании их контента. Речь идет о сервисе Google News, который собирает новостные заголовки и фрагменты статей. Компанию обязали договориться с издательствами о компенсациях еще в апреле прошлого года. Но переговоры так и не состоялись, утверждают ведущие французские медиа, среди которых агентства France Press, Figaro и Monde. Именно они первыми ополчились против Google в 2019 году. Тогда в Евросоюзе одобрили директиву, которая усиливает контроль за соблюдением авторских прав. В частности, интернет-платформы обязали заключать лицензионные соглашения со СМИ и платить им за использование ссылок на материалы. Теперь у Google есть 2 месяца, чтобы подготовить предложение о вознаграждении для СМИ. В противном случае последуют более драконовские штрафы – 900 тысяч евро за каждый день просрочки. Идеальный помощник. Новый робот поможет одеваться людям с ограниченной подвижностью и способен частично заменить сиделку. Специалисты из Массачусетского технологического института разработали специальный алгоритм, позволяющий роботу одевать человека в безопасном режиме. Ранее роботу было запрещено взаимодействовать с людьми, что объяснялось мерами безопасности. Новый алгоритм позволяет роботу взаимодействовать с человеком, сохраняя эффективную траекторию манипулятора, исключающую возможность нанесения вреда пациенту. На представленном видео робот одевает человека даже в момент, когда тот выполняет какое-либо действие, например, читает сообщение в телефоне. В настоящее время разработка находится на ранней стадии тестирования. Инженеры стремятся научить робота другим функциям, облегчающим уход за людьми с ограниченной подвижностью. Отправляемся в космос. Российский многофункциональный лабораторный модуль «Наука» после 14 лет ожидания на Земле и 8 дней орбитального полета пристыковался к Международной космической станции. Аппарат в автоматическом режиме причалил к стыковочному узлу другого российского модуля МКС «Звезда». Но не все прошло гладко. Международная космическая станция развернулась на 45 градусов из-за внештатного включения двигателей пристыкованного модуля. Двигатели модуля начали работать непреднамеренно и неожиданно, развернув станцию. Восстановительные работы вернули МКС в нормальное положение. Экипажу ничего не угрожает, сообщает Твиттер НАСА. Согласно трансляции космического агентства, для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс». Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Впервые за 11 лет российский сегмент пополнился новым модулем. Ожидается, что модуль сразу в 1,5 раза увеличит жизненное пространство для космонавтов и в разы повысит возможности для научных экспериментов.
Появилось в сети видео, на котором показана отстыковка предшественника науки. На нем отсек-модуль «Пирс» вместе с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» успешно расстыковались с МКС. После отвода на безопасное расстояние «Пирс» направился к Земле. Несгораемые элементы затоплены в южной части Тихого океана в несудоходной зоне. «Пирс» служил на станции с 2001 года в составе российского сегмента МКС. Теперь на смену к нему пришел модуль «Наука». А авиаконструктор из Пятигорска представил самолеты-трансформеры на МАКС-2021. На кадрах можно увидеть, как сам инженер Александр Бегак едет по территории аэродрома в подмосковном Жуковском на своем аппарате-беголете Green Fly New. Данное транспортное средство может использоваться как в качестве автомобиля, так и самолета и даже моторной лодки. Это экологический транспорт, он позволяет в городе ездить на электричестве. Именно благодаря этому вы можете, просто не пользуясь заправками, в обычной розетке домашней зарядить его очень быстро. Он проезжает 100 километров. Весит этот аппарат, ну, как вы видите, в районе 80 килограмм. Можно спокойно подключить сюда на D-образных пряжках титановых парашют и на нем летать с парашютом. За полчаса на беголете легко установить съемное крыло, благодаря которому можно пролететь около 400 километров со скоростью 150 километров в час. Для взлета устройству необходима обычная грунтовая площадка протяженностью 70 метров. Подаренный салону МАКС аппарат EVA One Max 15 как раз представлен в версии с крыльями. В отличие от Green Fly, он помимо электронного двигателя оснащен бензиновым для более продолжительных полетов. Цель и идея его была какая? Создание уникального самолета. Вы представляете, этот самолет весит всего 108 килограмм, не требует сертификации, регистрации. Вы поставили вот на свой домашний транспорт, на свою машинку электрическую, это крыло и полетели 400 километров. То есть у нас есть возможность использовать экотранспорт не только для полетов, но и полностью для жизни. Помимо этого, Александр Бегак работает над другими проектами, некоторые из которых, по его словам, смогут покорять космос. Их он планирует представить на будущих выставках. Переносимся в Якутию. Последствия лесных пожаров в районах республики отчетливо видно из космоса. Роскосмос опубликовал в Твиттере сделанное со спутника Метеор-М фото природных возгораний. На фотографии дым покрывает регион от города Мирный до поселка Усть-Мая и от Якутска до Алдана. Напомним, в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации. С 1 июля жителям запрещено посещать лес. И в завершении околоигровая новость. В сети появился видеоролик с участием пикапа Cybertruck от Tesla. Если кто забыл, то это джип, выполненный в эстетике Cyberpunk. По сюжету видео электромобиль вместе с собратом, спорткаром Tesla Roadster, воюет с инопланетянами. Как выяснилось, опубликованное видео – это трейлер к PUBG Mobile. Оба автомобиля демонстрируют отличные технические характеристики, позволяющие главным героям успешно выполнять миссию. С помощью Cybertruck и Tesla Roadster удалось не только справиться с врагами, но и уничтожить портал, через который появляются инопланетные монстры. Не исключено, что американские электрокары вскоре появятся в самой игре. Также возможно, что в ролике показан Cybertruck с обещанным редизайном, но динамика видео не позволяет рассмотреть все детали автомобиля. Это были новости IT. Если смотришь нас по телевизору, повтор программы доступен в инстаграм-аккаунте yak24.ru и на одноименном YouTube-канале. Ну а если видишь нас в соцсетях, ставь лайк, подписывайся и не пропустишь следующий выпуск. Увидимся!